А вы знали, что таджики скоро невероятно разбогатеют? Да уже. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас шокирует и повеселит. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Ситуация в экономиках региона в этот трудный период развивается по-разному. Если экономики России и Беларуси по итогам полугодия испытали спад, то во всех остальных странах-участницах ЕАБР продолжается уверенный рост ВВП на почти 12% в Армении, на 3,5% в Казахстане, на 6% в Кыргызстане и почти на 7,5% в Таджикистане. Как отмечается в макроэкономическом обзоре ЕАБР, сильные результаты достигнуты благодаря стимулирующей политике властей, высоким ценам на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию. В целом ВВП региона операций ЕАБР по итогам первой половины 2022 года сохранился на уровне аналогичного периода предыдущего года. Показатели экономического роста по итогам 2022 года в большинстве государств-участников банка окажутся лучше, чем прогнозы. Этому, в частности, способствует достаточно высокая скорость адаптации к введенным ограничениям и отложенный характер санкций в нефтедобыче. Большой вклад в поддержку экономики региона вносят и действия властей, стимулирующие налогово-бюджетная политика, резкое снижение процентных ставок в России, а также меры, способствующие налаживанию производственных и логистических цепочек. Как вы относитесь к тому, что у нас растет ВВП, несмотря ни на что, а таджики все равно пытаются как можно быстрее убежать с этой страны и бегут достаточно далеко? Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье 9 нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах. 2 автомобиля с польскими номерами высадили несколько человек в районе Франкфурта на Одере. Женщина и 2 мужчин в возрасте от 24 до 30 лет удостоверили свои личности действующими иранскими паспортами, содержащими российские визы. Других документов, разрешающих проживание в Германии, у них не было, говорится в сообщении. Позже в том же районе были задержаны 6 мужчин в возрасте от 22 до 37 лет из Таджикистана и Ирака без проездных документов. Немецко-польский патруль сумел остановить автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина из Грузии. В отношении него начато предварительное расследование в нелегальном перевозе иностранных граждан. Поиски второго автомобиля предполагаемого контрабандиста не увенчались успехом. Задержанные лица подали прошение о предоставлении убежища в Германии. Они направлены в Центр первичного приема в федеральной земле Бранденбург. Как вы относитесь к такой ситуации, что несмотря на якобы улучшение статистики, все равно Эмомали Рахмон просит запасаться таджиков едой на 2 года вперед, нагоняет какой-то страх, и таджики бегут как можно скорее с этой страны. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.